любимая, красивая, чудесная, милая, нежная, как океан безбрежная. Ну что? Отдай. Чернобровый, черноокий, молодец удалый, полонил он мое сердце, не могу забыть, как познать такую радость, что меня любит. Принимаем, платочек в руки. Ой, в нашем полку убыло, ой, дела да убыло. В нашем полку прибыло, ой, дела да прибыло. В нашем полку слезы льют, ой, дела да слезы льют. В нашем полку меды пьют, ой, дела да меды пьют. Жизнь нашего лагеря, она очень насыщенная. Здесь мы занимаемся и спортом, и вокалом. Здесь рукоделие, здесь удивительные духовные беседы с батюшкой, с преподавателями воскресных школ. В 8 утра у нас подъем, в 8:20 мы стоим на утренние правила, в 8:40 физзарядка, в 9 завтрак. И так вот все у нас расписано. Самое главное, что детишки с радостью, с удовольствием занимаются и спортом, и вокалом, и сейчас вот альпинизмом у нас проходит. Очень всем все понравилось. Вот. Различные соревнования. Ну, такая полноправная, ну, можно сказать, оздоровительная во всех смыслах этого слова жизнь. И духовная, и физическая. Этим летом на берегу Павловского водохранилища был организован православный семейный лагерь «Сретение». Уникальность этого летнего лагеря заключалась в том, что он был устроен не только для детей, но и для людей всех поколений. В лагере отдыхали ребята, их родители и даже бабушки и дедушки. И именно здесь, в этом прекраснейшем уголке живописной природы, Тимофей и Ирина, приехавшие сюда из шумной столичной Москвы, встретили друг друга и решили уже не расставаться никогда. Есть такая фраза «Пути Господни неисповедимы». Вот у нас, наверное, так и получилось, что батюшка попал каким-то образом в Москву на какой-то период, а мы-то тоже были в Москве. Когда пообщались уже более близко, вот такое родство духовное какое-то пришло. Батюшка показался таким удивительным человеком, необыкновенным, что мы даже вот готовы из Москвы ехать за 1000 с лишним километров, чтобы батюшку увидеть, с ним побыть немножко и зарядиться его примером, таким примером жизни его. И мы хотели уже давно у него погостить, а тут выдалась такая возможность побыть еще и вожатыми в детском лагере. Подумали, что это очень интересная идея, тем более для городских жителей из Москвы. Побывать в такой природе с детьми и рядом со своим батюшкой. Вот. Наверное, это была главная причина. Настоящая встреча здесь все-таки произошла. Недаром лагерь называется «Сретение», что в переводе означает именно «встреча». Мне кажется, вот именно в лагере мы как-то так с другой стороны друг друга увидели. В таких уже условиях, немножко других, не городских, когда такая суета вокруг все. А здесь все-таки люди учатся ответственности. У нас у каждого были свои дети. Вот, и такая радостная атмосфера, здесь такая молитва. И мы всегда вот были вместе заняты каким-то делом. И вот в этом деле добром мы как-то друг друга так по-другому уже увидели, более близкие стали. Хотя у нас совсем не было времени общаться, можно сказать, так очень редко друг друга видели. Но тем не менее как-то так души наши встретились. Ирина мне вообще нравилась, в принципе, всегда. Она очень красивая девушка, но все-таки выбираешь себе спутницу жизни не по красоте, а по каким-то душевным качествам. И вот действительно в лагере уже я увидел ее душу, как бы красоту. То есть встретил по одежке, да, увидел просто, что она красивая девушка. А здесь уже в лагере увидел, какая она красивая душой. И вот трудности тоже нас очень сплотили. И вот я увидел, что Ирина душой даже еще красивее, чем
чем она внешне. Ну, как-то всю гармонию такую увидел. И сроднились, действительно. Сроднились как-то мы очень. Сложно даже объяснить, наверное, так Бог нас сроднил, что уже нет вопросов. С нами все это время проживает батюшка, отец Александр Бурцев, вот, настоятель Христорождественского храма села Бедеева Поляна. У батюшки приход, он за пределы села Бедеева Поляна распространяется. У него прихожане и в Уфе, и в Москве, и за рубежом, в Германии в частности. Вот поэтому желающие сюда попасть многие отовсюду. Ну и мы, конечно, с радостью принимаем их в нашу семью. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, оно заходит. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Миша, главное преодолеть себя. Да. Здесь вот ребята проходят навесную переправу, узнают азы туризма, учатся вязать узлы, преодолевать препятствия. Средняя – это встреча. Встреча с Богом, встреча с друзьями. И когда ребята работают, учатся преодолевать препятствия, то это вырабатывает взаимовыручку, это помогает им сплотиться в единую команду и осуществить действительно настоящую встречу. Для многих лагерей детских непонятный факт, который здесь присутствует, это отсутствие, допустим, дискотеки ежевечерней. Вместо этого здесь скорее ежевечерняя молитва. Вот. Поскольку сюда приезжают дети, которые занимаются преимущественно в воскресных школах, то есть родители которых желают и хотели бы, чтобы их дети жили и в лагере летом, и отдельно от них, и с ними именно жизнью церковной. Не уезжая в лагерь, как бы не отпадая вот от такого литургического общения. Здесь физические нагрузки сочетаются и являются, по сути, дополнением именно к такой духовной цели, именно к стремлению к Богу, к стремлению встречи с Ним. Этот православный лагерь на базе отдыха «Урман» вот уже второй год подряд организуют супруги Галина и Валерий Муштриевы. У нас присутствует 11 детишек здесь из приюта, которые посещают воскресную школу и которые с радостью в течение года вместе с нами занимаются. И мы каждого ребеночка этого знаем очень хорошо. Также здесь есть несколько детишек из Благовещенского детского дома. Все дети удивительные, мы их любим, обожают, и взаимопонимание у нас с ними полное. Каждый приезжающий сюда, он, что дети, что взрослые, он ставит перед собой какую-то задачу для себя лично определенную. Подняться немножко на уровень выше в духовной своей жизни, взять для себя какое-то послушание, сделать себя немножко лучше, сделать немножко себя чище, и в то же время пребывать среди православных и действительно испытывать радость жизни. В наш лагерь приезжали с Москвы специалисты по фотожурналистике, видеооператоры, видеомонтаж и звукорежиссура. Мы еще хотели привести интернет-технологии. Как тут интернета нет, не получилось. Я записался на 3 вида группы. Это звукорежиссура, фотокорреспондент и видеооператор. Больше всего получается это видеооператорство. Сейчас учусь без специалистов на звукорежиссуру. Сейчас монтирую. Это был родительский день, когда приезжали родители. Снимал. И сейчас видеомонтаж делаю. В всяком граде, стране веруй живучих них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов и изобилии, плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О
о плавающих, путешествующих, недугающих, страждающих, плененных и о спасениях, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. У нас вот здесь крестили, а приход к вере уже это для каждого человека такое свое личное, очень такое таинство, да, настоящее. То есть у каждого оно свое, и его даже словами сложно описать. Кто-то приходит через скорби, кто-то просто потому что как-то ему Бог открывает. Наверное, вот у меня, наверное, так по молитвам, наверное, мама, может быть, близких людей. В один момент просто вдруг все то, что раньше я не видел и не слышал, и услышал, и увидел, и понял, что истина в православии. Больше вопросов не было. Осталась только цель, как к этому прийти, как это все стяжать. Вот. Поэтому благодарность за молитву очень важны, мне кажется, молитвы близких людей. Именно не уговоры какие-то, не насильно как-то, да, вот веру, а именно молиться и с добротой просто на своем примере показать, какой должен быть православный человек. И человек, видя просто это, он уже не будет спрашивать там, что и как, он просто захочет быть таким же. Сейчас уже как-то не представляешь, как можно жить без веры. То есть вера – это именно то, что наполняет все, что показывает тебе, куда идти, к чему идти, зачем, как бы, да, руководит твоими поступками какими-то, то есть и дарит радость, конечно, вот такую настоящую тихую радость, которая не в материальном чем-то выражается, а вот она такая. Только кто познал это, наверное, может описать. Так словами сложно сказать. Да не един по единому гордится на другого. Кто бо тя рассуждает, что же имаше, его же неси приял, ачи же и приял еси, что хвалишеся. Я, к сожалению, воцерковляться стал где-то около 4-5 лет. Вот. Крещеный я с детства. Вот. А вот именно к сознанию, к вере подошел вот в течение 5 лет. И сейчас я так сожалею об этом, что жизнь, большая часть жизни прошла в стремлении к правильности, в стремлении найти истинный путь, в поисках этого пути. Но, к сожалению, она прошла жизнь мимо церкви. Вот, да, я всегда говорил, у меня есть стержень порядочности, справедливости. Вот. Но только в течение этих 5 лет я осознаю, как я многого лишил себя. И благодарю сейчас Господа, что дал Он время, чтобы мне и силы познать Его и дальше двигаться, развиваться в этом пути. К сожалению, а может быть и к счастью, что мы пришли через страдания. В той или иной степени, у каждого они в разной степени проявляются, но пришли мы через страдания, потому что страдание, оно оголяет истину, оно заставляет тебя задуматься, это до тебя доходит, что что-то не так, что-то неверно, что-то не то. Раз мы не понимаем, раз так не получилось, раз нас не привели родители в церковь, не дали нам, не передали эту благодатную эстафету, приходится вот так вот, через страдания. Я думаю, что да. Обручается раб Божий Тимофей, рабе Божией Ирине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Ирина, рабу Божию Тимофею, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раб Божий Тимофей, рабе Божией Ирине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раба Божия Ирина, рабу Божию Тимофею, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Боже наш, славою и честью венчай их во имя Отца. Восток имя Ему,
Его же величающий Деву блажое. Святые мученицы, добре страдальчествовавшие, венчавшиеся, молитесь о Богу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пресвятая Богородица, помогай нам. Благоденственное житие, мир, здравие, спасение и во всем благое поспешение подашь, Господи, рабом Твоим Тимофею и Ирине, и сохрани их на многое и благое лето. Сегодня состоялось венчание молодых людей Ирины и Тимофея. Радость переполняет душу, потому что это, наверное, самый счастливый праздник в жизни людей. И это такой апогей нашего лагеря, православного семейного лагеря Сретение. Нашей мечтой было создать такой лагерь, где мы бы могли обрести радость проживания в церкви, спасение души и обретение пути к Богу. И мне кажется, это получается с Божьей помощью. Мы счастливы за тех молодых, которые сегодня повенчались. И, конечно же, мы хотим, чтобы наши ребятишки, которые, да не только ребятишки, мы взрослые, научились правильно жить, и у них создавались хорошие семьи с большим количеством ребятишек, и чтобы они обретали вот эту радость проживания в церкви. Я считаю, что этот лагерь вообще чудесный, необыкновенный. И то, что венчание состоялось именно здесь, венчание моего сына, я думаю, что это просто очень сказочно. И я рада, что именно здесь это произошло. Потому что такое место, где каждый день служилась литургия, где все люди православные и собрались не просто так ради обряда, а ради веры, ради того, чтобы молиться, воспитывать детей в вере православной, быть рядом с батюшкой. И я считаю, что лучше этого не может быть ничего. Поэтому, что так получилось, мы не думали, что именно так это будет. И, конечно, некоторые были недовольны, наши родственники, что не в Москве проходило это венчание, что поехали за 3 земель, неизвестно куда, и никто не смог приехать. Но есть что-то более важное. Дети приехали сюда ради своего любимого батюшки, отца Александра. Потому что такого не найдешь, мне кажется, нигде. И остальные люди тоже очень прекрасные. Галина Александровна, Валерий Иванович, которые были здесь. Такие люди. И все остальные вожатые – это большая редкость. Господь дает какие-то знания, какие-то случаи в жизни, но мы этого не замечаем, потому что мы слепы. И когда мы, наверное, через страдания начинаем, сердце наше становится более мягким и начинает открываться, тогда мы понимаем только, что вот оно, да. Вот это не от тебя, это уже от Бога. И вот тогда начинаешь уже приходить действительно к вере, к истинной такой вере. Физически нас также привело именно к батюшке, в храм, нас привело венчание наших детей. Они живут в Москве и захотели почему-то венчаться именно здесь, наверное, на родной земле. Дочка наша отсюда.
она попросила, чтобы мы нашли ей храм, белый храм на Зеленой поляне. И мы начали искать. И вот так вот по промыслу Божьему, в общем, мы нашли, приехали сразу же прям практически в Бедееву поляну, увидели белый храм. И, конечно, вся жизнь наша переменилась, в общем-то, резким таким кардинальным образом. И через месяц помечались мы с Валерой. Вот так. Узнали батюшку, познакомились, поняли, что это тот человек, которому можно доверить свое сердце, свою душу. Ровно год назад в месте, которое называется 12 апостолов, внешне оно выглядит так. 12 скал выходят из тайги на Павловское водохранилище. Вот ровно год назад там была отслужена всем нашим православным лагерем литургия там в тайге, а потом уже на заранее приготовленное место мы спустились со всеми, кто служил литургию, мужчины собрались, верующие люди, туда поднимали крест. Вот. И ровно год назад тоже был установлен этот крест там. Ну, крест установлен как поклонный крест, потому что все, кто верующие, все, кто искренне обращаются к Господу, они могут, проходя там на катерах, на теплоходах, могут помолиться, обратясь ко кресту, то есть как поклонный крест. Я была во многих лагерях, но из всех мне больше всего понравился этот, потому что здесь замечательная природа, замечательный воздух и самые лучшие люди. Здесь мы каждый день молимся, и это так прекрасно. Здесь начинаешь верить в Бога, несмотря ни на что. У меня недавно скончалась мама, и она мне приснилась, сказала, что у нее все хорошо. Вот, не знаю, как-то почувствовала Бога. И начала ходить в воскресную школу, познакомилась с Галиной Александровной, и она меня пригласила в лагерь. Я знаю одно, то, что когда плохо, нужно только молиться. Это помогает. Это действительно помогает. В этом лагере очень красиво, интересно. Тут есть природа, чистый воздух и очень хорошие вожатые. Здесь хорошо кормят и очень интересно. Вот и в этом году в лагере Сретенье произошла встреча. Встреча с друзьями и с близкими по духу людьми. И каждый отдыхающий здесь человек смог почувствовать и осознать, что настоящая христианская жизнь – это радость бытия, наполненная яркими красками.